Есть полуорганизации, да, НКО. Они что-то делают. Ну, у них есть своя цель. Есть добровольческий центр, в принципе, да. Ну, как правило, НКО использует добровольческий центр в своих интересах, не давая ничего взамен. Какая ситуация сейчас? Да, ситуация сейчас. Ну, в принципе, да. У нас есть, что мы хотим сделать. Вот здесь первый надо определиться, а что мы хотим. А что мы хотим. Если мы хотим вот этого, да, чтобы нас просто, все, значит мы. Если мы это не хотим, мы, соответственно, собираем, вот что мы сделали. Мы собрали, всех пригласили и говорим, мы вам расскажем, как работает добровольческий центр, предварительно прописав это. Что мы можем? Мы можем это, для чего мы хотим это делать? Все. Кого-то заинтересовал этот момент? На сегодняшний день там 35 организаций сказал, нам интересно, 18 организаций сказал. Это именно добровольческий. Здесь НКО, муниципальные объединения, все, кто пользуется трудом добровольцев. Кто с нами взаимодействует вот по такому принципу, да, кто там звонит, власти и так далее. Ну, для власти отдельный год. Все, дальше. Ну, договор. В рамках договора я себя обезопасил на все 150%. А формат вот этого договора можно будет? Ну, я могу его прислать. С НКО один формат договора, теперь да. Формат партнерского соглашения. Да. Мы, значит, разделяем принципы добровольства, Для организации работают там, добровольцы. У нас в организации существует тот координатор, тот-то этот, за там столько-то времени он к нам обращается, мы обязаны то-то, а вы обязаны это сделать и так далее. Да. Ну, то есть, обязанности сторон. да. И они на самом деле, они для, ну, как для нас важны, да? Да. То есть, почему? Себя защитить вот от этих Вот мы видим, кто у нас, кто добровольец, да, обычно от добровольцев идет. Я хотел, чтобы не было вот это, да. Есть, конечно, такие стандартные моменты, да. Все. Сейчас осталось 18 организаций, с кем мы работаем в договорах. Хорошо. Финансирование. Здесь. Да. Мы гранты, ну я просто, грант, субсидия, местное сообщество, ну бизнес. То есть вы с ними заключили соглашение о том, что они не только финансируют ваши проекты, И участвуют. ваши учреждения. Да. Если мы привлекаем благотворительную помощь, в рамках благотворительного договора, с точки зрения законодательства Российской Федерации, могут предусмотрены быть административные расходы, связанные с благотворительной деятельностью. В рамках административных расходов может быть от 0 до 30% от сбора пожертвований. То есть, не знаю, завод, да? Говорит, я хочу помогать вот этому детскому дому. Но я не очень доверяю детскому дому. А вам доверяю. Если мне с вас спрашивают, ну, там, добровольческий центр, любая НКО, да, я просто сейчас здесь там у меня 10% остается, если Ну да, но здесь вы же еще имеете возможность, например, документально попросить, чтобы они взяли трехстороннее соглашение. Взяли на учет то имущество, которое вы Трехстороннее соглашение. Он со мной заключает, мы заключаем трехсторонний договор пожертвований. То есть у меня четко в смете, вот здесь тоже такое, четко в смете прописано, что получит вот первый, что получит второй, что получит третий. И нет никаких вопросов с точки зрения бухгалтерии, с точки зрения этого. Я ответственный за то, чтобы именно это поставило здесь, как это используется. Да. То есть вот эта организация даже выгодна, когда вот идет такой контроль за имуществом, Она сама не смотрит. Да. Я сюда миллион апельсинов отдал, апельсины продали мне. Ну, это, как сказать, не всегда это так происходит, да, и как бы не надо вот об этом. Просто это, есть такая схема. Следующая схема, это, я думаю, она самая перспективная будет, это сбор частных пожертвований. Когда сами люди, да, тебе дают деньги.
у тебя На, добро. да, на добровольческий центр, на деятельность. В рамках центра, ну почему? Мы организовали еще программу. Свои программы. Это школа добровольцев. Это школа организаций, которая работает при участии добровольцев и так далее. О, и кроме этого, я так поняла, у вас есть банк вакансий, банк потребностей вы формируете у себя, да? Это базовый, это база на том, на чем лежит добровольческий центр. Это просто база. Но вот без этого мы делали исследования, каждый из НКО, вот сотрудники выезжали, приезжал на место, задавал там вопросов по списку, где-то там 5 листочков. Мы анализировали это, делали себе табличку и так далее. Почему? Если я здесь стараюсь завоевать позицию того, что я знаю все, что происходит в регионе с точки зрения социальной работы, с точки зрения развития региона в разных направлениях. Через НКО, через даже муниципальные учреждения, да? Там, допустим, музеи и так далее. Соответственно, я это знаю. Соответственно, если, с точки зрения бизнеса, зачем мне это искать, если сложится среда, да, сложится среда через там 2-3 года, когда все будут знать, что у меня есть эта база данных. Я хочу кому-то помочь. Я не буду бегать и спрашивать, зачем мне с директором там лишние какие-то вопросы задавать ему. Еще не всегда это адекватный ответ получать, да, на свои эти. Не всегда, есть же вопрос, да, оценки эффективности применения благотворительной помощи. Я не смогу эту оценку получить, да. Когда вот он есть, вот кто там занимается вопросами экологии, не знаю, там, растениеводством. Вот эти люди занимаются этим. Им нужна помощь вот здесь вот. И ты говоришь, что... Так, и самая эффективная схема, как вы говорите. Ну, вот мы для себя приняли, да? То есть я очень условно говорю, что добровольческий центр, потому что здесь на самом деле намешано. Есть заказчик, да, это в виде, у нас это в виде бизнеса. Бизнес и власть. То есть все мои программы, которые субсидируются из государства, у меня все проекты написаны на ресурсные проекты. Ну, тем самым, там, допустим, там 1,5 миллиона, допустим, у меня есть на эти проекты на год. Да? Они ресурсные. Ну, я очень условно говорю, 1,5, там было такое время, когда там было 0. Ну вот, просто в каждый момент. Я бизнесу говорю, мне власть дала 1,5. Я покрываю, но я могу покрывать больше, если вы мне будете давать. Вам интересно это? Он говорит, да, интересно. Я говорю, тогда мне еще надо 1,5. Ну, к примеру. Я четко знаю, что больше 3 я это не выработаю. Ну вот, я не покажу эффективность больше. Вот в рамках этой программы. Почему? Потому что нет заказчика. То есть я четко должен показывать, что вот эти 3 отработают на заказчика так, как они должны отработать. Да, Эффективно. Эффективность добровольческого труда очень простая. Ты берешь труд добровольцев, перекидываешь на там, ИПшки могут это делать, да, там организации, приблизительно, и смотришь, сколько тебе стало затрат на добровольцев, сколько стало затрат. Если мы сюда добавляем еще такой, она автоматически добавляется. Мы немножко считали труд добровольцев по минимальному размеру оплаты. Можно и так. На самом деле можно, кто как. Это просто есть такой маленький, один из пунктов. Да. Обычно там есть World Bank рассчитывает, к примеру, да, там у них $1, да, там кто-то говорит 60 рублей, кто-то говорит средняя стоимость по региону, например, когда. Минимальный размер оплаты. Да. Но здесь есть в чем вопрос. Здесь есть в чем вопрос? В том, что всегда приравнивают к неквалифицированному труду. Да, вот я говорю минимальный. Вот. Но минуту, сейчас я расскажу и все. Все, вот здесь, то есть у центра 2 задачи. Формировать спрос и формировать предложение. То есть здесь мы предложение формируем для общества, а здесь мы спрос формируем. Мы даем понимание организациям, где мы нужны. Вот прям и без всякого стеснения.
да, вот это хорошо, вот да. Не хотите, я никогда с вами, ну, все, можете за... И не надо, когда он говорит, да вы добровольцы, там вот начинает на жалость давить. Молодцы, давите дальше. Прям вот, когда мне депутат, вот, ну, разные, присутствуем на это, говорит, а где были ваши добровольцы, когда мы тут сквер убирали? Я говорю, когда вы научитесь организовывать добровольческие акции, тогда наши добровольцы там. А если нет, мы можем вам показать, как эффективно это сделать на уровне, там, на муниципальном уровне. Вот, ну, это не из головы придумано, это было на заседании одного из комиссий, когда мы оценивали эффективность, как это называется, Задавайте вопросы по теме. задавать вопросы по теме. Все, ну, и это на самом деле так. Почему? Потому что все забывают. Никто не забывает, да, о том, что добровольцы это порыв и так далее. У добровольцев это порыв. А у организаторов добровольцев, да, это ежедневный, кропотливый труд. Почему? Потому что мы занимаемся развитием личности человека, мы занимаемся развитием территории, и мы поднимаем профессиональный опыт всего третьего сектора. Да. То есть и здесь добровольчество – это база развития. Вот если ее так преподносить, да, но надо соответствовать. Вот обязательно надо соответствовать этому. То есть если ты не можешь что-то спрашивать, если не выдержишь критерии оценки. И вот это важно. И именно почему вопрос у нас зачастую, да, потому что критерии оценки вот здесь вот мы не удерживаем. Критерии оценки мы проговариваем, то есть вот у нас сейчас уже очень подтвержденные оценки могут быть. Когда я уже разговариваю с бизнесом, я им говорю конкретные эти оценки. Они понимают, о чем мы говорим, что намного эффективнее уже работать вот в таком формате через НКО. Но вот я